прямом эфире работает служба информации телеканала «Грозный». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Парад голосов на главной сцене республики. В чеченской столице прошел первый отчетный концерт участников проекта. Вопрос, который интересует всех мусульман. В муфтияте определили точную дату начала поста. На пути к электронному правительству. Система соответствует всем современным стандартам технологическим, реализована на современных платформах. Что изменилось с принятием закона о едином окне? На смену спортивным достижениям пришла слава художника. Выставка открыла для нас совершенно нового художника. В Грозном открылась персональная выставка Зенди Аласханова. Сегодня в муфтияте республики назвали точную дату начала священного месяца Рамазан. 9 июля – первый день поста. Для обсуждения столь важного вопроса в духовном управлении собрались известные чеченские богословы. Они также определили работу кадиев и имамов в мечети в месяц поста. Тему продолжит Элина Дадаева. До окончания священного месяца Шаабан остались считанные дни. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, особо относился к этому месяцу и возвеличивал его, так как после него наступает месяц прощения и освобождения от огня. День начала поста – это один из главных вопросов, который волнует всех мусульман. Случаев, когда в одном регионе по-разному будет определено начало Рамазана, быть не должно. Вся исламская умма должна вместе совершить первый таравих и в один день отметить окончание поста и священного месяца Ид Аль-Фитр. Как отметил председатель Совета Алимов Республики, в этом направлении проделана определенная работа. يقول ضعت وخدي وتنزم صوت صار ودري نزم دوتش متيا يشندو بوسل الدين نزم دوتش متيا كل دو بوسل الدين سنديلا بوسل سلسلة يسلو تشيسلو مارخ دولش خير دي شينري دي شينري دي مارخ خير ديش أورشوة الدين حسولنا تراويح تشكيل В Духовном управлении мусульман председатель Совета Алимов Чечни рассказал о величии 9-го месяца по хиджре. Рамазана – месяц Корана и месяц терпения. В этот период Аллах отвечает на мольбы. Но чтобы получить благо величественного Рамазана, надо встретить его в полной готовности, отметил хож Ахмед Хаджи Кадыров. Нет цены. Да, перздина, эдиллендук, ярмар. Альхамдулиллах. Харта еще собусул бы ахпалларна. Дерхун хастам бухайла. Дал хастам бит. Хумарри баттачу ахсуар варна. Дерхун хастам бухайла. Борсан кетя ебош хумарри бухайла. Ой, да, я канат. Беркет даш, беркет я бош армаргу, мабоку богу хер, шиен чуах, хир шиекую чу, лайду القدر بيشين чуах يشمر هربوت، отцхан بيشين دين هدوشتو عبادة، دير كاشري يسبيش، وورد يسبيح يا غامدي عن مارهم بات، يا أتيوك عن يستشلو، отцхан بيشين عبادة يسبيش، دير كاشري يحوان يسبيش. دول عبادتي على واقش أتل نعمتي مطبقة الحمد لله هو بتشو أحسوات ترنا الأحان يبقى مرة سنة هابرنا حلو لهم دال ها نيتي حاجة إيش نيت تندر ويل تنير
каждой стране окончание Рамазана отмечают по-разному. В день праздника принято оказывать внимание людям, совершать добрые и бескорыстные поступки. Сегодня же чеченские алимы пришли к единому мнению, что обмен подарками в день празднования Уразы-Байрам является излишним. Исключение составляют дети. Одаривать ребятишек сладостями в нашей республике добрая традиция. Ja, toen goed zomaar ja zeg. Zet je alles achter de. Hani haar hoppel karop hier na dat je het ja zeg. Wat je hoe het kasta wat je hoe los alles. Je schreeuwt je. Hoe die nou wel beter binnen doet je schreeuwt wat. Het zijn niet iets dat er maar heel Duits dat er maar dat er heel Duits dat. Ja, je nou die doen. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها تعني ديغان تعني سند دولش مدات ديقه دينا تونس قوش بالبنال تانا دز دولج دز دوشتوز اعدز دين شو دي حين حوت يحتل بما فدو ايش ني بهم خير ذات الاجي حديث عليه الصلاه والسلام لا يشاد الدين الا غلبه يجني هذا الحديث عليه الصلاه والسلام يدز دولج الدين ليل غير شو ليل غير شين دز دينا تون دعشين يعني تولي بيم تو إيش اللي بيم خيروات الله قط ما تجهز تون تعشي كيوش خز أو يوش تغلي زمان جك أستن يوش خاطر لقز سون حاجة ترى إذا تناور بس من شق داخل تون ولا خذوا الخيسون استول وقت دين خز واستعشون وقت شو يعني شو بسم الله دعاء ما قابل ده شو يدعوا الغاه سول خزهم غير ده ساعة مثلا هذيك دو قيسوا ذيك ده داخل شلون هذا يقشناهن أهتدنا برك الإيردو شو ما دوي اقتدينا مصو سمو دي الله هل مصو بير آر دي الله هل وقستن تبيرش سوغش دلر كمبيتشيلر ميرز شيكرز ديوزن خليوشل إشت إياغوانش بيرش ميغادو أما بقي چارنا دوشتو دقيري سوغش تحمدش وقن إيات وتقولت أقناخ ديقر بيالخ إسوغش دلار ديخ كندو علمنا يحقيتش ونعتون ستم خلا إشت سوغش دير دات إل دأيوش دات إل هند إلشا تحن أتو غلش وقن أتو تقولن ديلا إهم دولوش جين دول إز قطورة خلش دول إز تندل بوسو بدين أتدو بوسو بدين وخلوة يتحنيه مسيري برت خلче эс برт я мосо бусо тачек валвиз. О принятом решении кади района в свою очередь донесут до жителей муниципалитетов. В соответствии с одним из 5 столпов ислама в течение Рамазана правоверные должны поститься от восхода солнца до появления первой звезды на небе вечером. Также здесь отметили, что на протяжении всего священного месяца во всех мечетях республики должны читать Коран, тем самым восхваляя Всевышнего и прося у него прощения. Элина Дадаева, Ильяс Якубов и Джамиль Ахмадов. Новости. О благословенном месяце Рамазан говорили сегодня и в Доме радио. Муфтий республики и известные богословы встретились с молодежью. В актовом зале собрались представители общественных и религиозных объединений, преподаватели Исламского института имени Кунта Хаджи, ученицы медресе Му'минат и активистки клуба «Иман». Здесь обсудили вопросы, связанные с правилами соблюдения поста. О святости месяца Рамазана и милости Всевышнего в этот период рассказали муфтий Султан Мирзаев и известный алим Баяли Тевсиев. إمارخة أدمة سأنديش دوشدل عبادة دول دير أدميغا دال شين دين دوشدلو نعمة خمبويتش عبادة دول دير غيل مستغا مثلير شوشو استغحون دقوا إج حدواق دوت ديش عبادة دول دير حديق بيزما حديق قيل كيش عبادة دول دير تحيط بتاعيا يشمل ملشة حليالشة وتحن بتاع حيكير متسبية أقا إشتا В ходе встречи всем присутствующим раздали подарки, головные уборы и молельные коврики, а ученики религиозных школ исполнили нашид.
Сегодня же в Духовном управлении мусульман состоялось торжественное награждение выпускников медресе. Муталимам вручили свидетельство об окончании духовной школы. Как отметил Магомед Хитанаев, в прошлом году выпускники медресе получили возможность применить свои знания на практике в детских садах. В этом году такую же возможность получат 50 муталимов. Заместитель председателя Духовного управления мусульман по учебной части Ансар Хитиев выразил слова благодарности девушкам за их стремление познать религию и за старания в учебе. طبعا اش عامل دوشتوش قرآن ونخشي مخطوط بايد بير ما بقوند أجي اش شيء عامل تعش شيء دوزش عام وردو اش شيء جرجر كان شيء لولا يرتاح كوشتا ومامد مباخر كيجي بيري باش مشتاح دحيوش نيز دحي خرق الدكتن اتصل بقى بايد بو زودبيش قرآن عامل رزق الوجدالة والقرآن سادة إلو الدرجة دير رزق شديش نانوش شدي عام ديتين بوشبو شديش نانوش دير رزق شدي عام شن أهلك بوشبو شو حيخر بوشنا دير رزق بق الله بق بوه رزق الوجدالة والقرآن قدر ويروين. Рамзан Кадыров обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. Глава Чечни выразил надежду, что ситуация в Египте в скором времени нормализуется. На своей странице в Твиттере он отметил, что в такой стране, как Египет, подобные волнения не должны продолжаться. Арабская весна принимает затяжной характер. В Египте за короткое время власть меняется второй раз. Такую демократию принесли на Ближний Восток, написал глава республики. Напомню, 3 июля вечером министр обороны этой арабской страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о лишении власти Мухаммада Мурси. Временно обязанности президента возложены на главу Конституционного суда Адли Мансура. На посту он пробудет до выборов. Это вызвало бурю негодования у сторонников Мурси. В результате столкновений погибли уже больше 10 человек. В Государственном театрально-концертном зале Грозного состоялся первый отчетный концерт участников республиканского конкурса «Парад голосов». Начинающие звезды продемонстрировали свои умения в вокальном, хореографическом и инструментальном искусстве. Почетным гостем вечера стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Напомню, проект направлен на поддержку творчества одаренной молодежи и патриотическое воспитание. Музыкальный конкурс организован Департаментом культуры мэрии Грозного. В проекте 21 участник. На выбывание были номинированы 5 конкурсантов. Из них одного спасли зрители, второго сами участники, а третьего своим голосом оставил на проекте глава Чечни Рамзан Кадыров. Сегодня мне не понадобилось решение моих коллег, потому что есть одна девушка на проекте, которая уже несколько раз участвовала в важных мероприятиях нашей республики. И видя ее старания, видя ее талант, видя ее такой, скажем, творческий азарт, эта девушка всегда очень себя ярко преподносила. Она любит танцевать, она любит петь, она знает все музыки. Какую бы песню ты у нее не спросил, она знает все песни наизусть. Нам не приходится печатать, искать какие-то песни. И этой девушке сегодня повезло намного больше. Сегодня мы говорили, вернее, ведущие говорили, что кому-то повезет больше всех на проекте, потому что свой голос отдаст за одного из номинантов сам глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И свой голос, и этот очень важный, драгоценный для нас голос, он отдает Айзе Дадаевой. Değerli Sılşın Masar'ını az şu подвести передачу. Рамзан Ахматович, değerli Sılşın позвар. Открыт к общению и всегда готов помочь. Таким видят главу Чечни пользователи интернет-ресурсов. Ежедневно сотни жителей России и других стран пишут Рамзану Кадырову, делятся своими надеждами, идеями, говорят и о своих проблемах. О работе виртуальной приемной главы Чечни Забегай Тукиева. Ох ты! Ютаи! Давай! Акробатические приемы Адама Кадырова пока лидируют по количеству лайков в приложении Mobilcom. Глава республики завел официальный аккаунт на этом сайте совсем недавно, но страница сразу приобретает популярность у пользователей интернета.
И за месяц число подписчиков Рамзана Кадырова дошло до 20 тысяч. О своей регистрации на Мобли Кадыров сообщил в своем живом журнале. Отмаявшись в мире реальном, я ушел в мир виртуальный, где я завел еще один аккаунт. На этот раз в мобильном сервисе Мобли. На сайт глава региона регулярно загружают видео и фотоматериалы. Число подписчиков увеличивается с каждой минутой. Сейчас их порядка 22 тысяч. В департаменте массовых коммуникаций отмечают, Кадыров стал информационным донором и оперативным источником информации, поступающей в интернет из Чеченской Республики. Сеть довольно серьезная, скажем, нужная и важная. И вот обратите внимание, здесь, скажем, у него в этой сети более 20 тысяч подписчиков или фолловеров, как это принято говорить. Вот по этой цифре подписчиков за минимально короткие сроки вот эта цифра появилась, потому что он и прописался в этой сети практически недавно. Вот по этой цифре и по этим срокам он как бы является и лицом этой сети. То есть лиц с таким количеством подписчиков и в такие сроки по существу в этой сети практически единицы. В том, что Рамзан Кадыров является самым читаемым главой региона на всем Северном Кавказе, сомнений не возникает. Он лидирует по всем показателям и в каждой сети. Если на одну чашу весов положить все наши СМИ, на вторую, значит, его активность, то, соответственно, та чаша, где Рамзан Ахмадович, она перевесит фактически. Это, потому что если у него там в Инстаграме 160 тысяч плюс 20 тысяч подписчиков в Мобли и там в Твиттере еще там десятки тысяч и в живом журнале, а мы посмотрим, если на тиражи, допустим, газет, то они не получается на порядок ниже, чем есть у него количество читателей. В Инстаграме у Кадырова на данный момент около 164 тысяч подписчиков. И это только те, кто зарегистрирован. Доступ к аккаунту не ограничен, а значит сотни тысяч людей имеют право просматривать фотографии. Следующая сеть, которая не менее популярна, Твиттер, где у главы свыше 40 тысяч фолловеров. А в живом журнале Рамзан Кадыров занимает 342 место в общем рейтинге среди миллионов пользователей со всего мира, что говорит о многом. Ну а Мобли.ком тем временем быстро и стремительно набирает обороты. Фотография за фотографией, видеоролики и все это из первых рук. Рамзан Кадыров всегда уделяет своим подписчикам особое внимание. А у них, в свою очередь, есть уникальная возможность обращаться к главе напрямую, без каких-либо административных барьеров. Забига Итукиева, Муслим Типаев, Ильяс Якубов и Дауд Куруев. Новости. К другим событиям. Руслан Алханов побывал с рабочей поездкой в Волгоградской и Саратовской областях. Министр внутренних дел республики встретился с представителем главы Чечни в Южном федеральном округе и чеченскими общинами в этих регионах, а также наградил выпускников полицейских академий, выходцев из Чечни. Подробности в материале Шудди Саидова. В Волгоградской области сегодня проживает около 35 тысяч чеченцев. Чеченскую республику с этим субъектом связывают давние дружеские и политические отношения. Министр внутренних дел Чечни посетил город-герой по поручению Рамзана Кадырова. Руслан Алханов вместе с руководителем представительства главы Чеченской республики в Южном федеральном округе Ахмедом Дагаевым встретился с представителями чеченской общины. Основная цель визита министра внутренних дел своими глазами увидеть жизнь выходцев из Чеченской республики. От имени Рамзана Кадырова Алханов передал слова приветствия и заверил, что глава региона всегда готов оказать необходимую помощь и поддержку землякам. Именно белого дела, му не сделали, но что мы, конечно, трудовые. Харьково люди, для умышленных людей, Харьково для Харькова, депутатов, армии, депутат, бюджет, халяли, умдеш, коллеги, делают воевали, и что было что.
Обращаясь к чеченской молодежи, Руслан Алханов призвал их не забывать о своих корнях, обычаях и традициях, но при этом уважать культуру людей, среди которых они живут, и тем самым быть примером для остальных. Далее министр МВД посетил Волгоградскую академию МВД России, где состоялось торжественное мероприятие «Выпуск молодых офицеров полиции», среди которых и курсанты из Чеченской Республики. После вручения дипломов выпускникам Алханов встретился с курсантами академии из Чеченской Республики. Служу Российской Федерации. Здесь же министр Руслан Алханов передал руководству Волгоградской академии благодарственное письмо от имени главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он также заверил, что все чеченские выпускники академии будут трудоустроены. После города-героя Саратов министр в ходе рабочего визита присутствовал на построении личного состава Главное управление МВД России по Саратовской области. Отличившиеся сотрудники полиции были отмечены ведомственными медалями. Уже в актовом зале областной полиции глава МВД встретился с представителями чеченской общины. На встрече также присутствовал начальник Главного управления МВД России по Саратовской области Сергей Аренин, вице-губернатор Саратовской области Денис Фадеев и другие официальные лица. Традиции, складывающие веками наших северокавказских народов, действуют не только на Северном Кавказе, но в любом другом братской республике, субъекте Российской Федерации. И мы являемся здесь все дома. О том мифе, что есть какая-то этническая преступность или этнические межнациональные конфликты, их на территории Саратовской области нет. Вопрос возникает. Почему вот сказали, да, если разборки, то, естественно, вызывают чеченцев. Почему на разборках мы даем себя использовать? Почему? Для чего? Ведь чеченцы всегда спокон веков были и патриотами своей родины, нашей страны. Были и примерными гражданами. Нельзя давать себя использовать. Нельзя. Надо с уважением относиться к традициям, обычаям той области, где вы находитесь. Молодежь со студентами надо работать. Именно вам, старейшинам. Надо работать. Алханов отметил, чтобы развивать республику, необходимы квалифицированные кадры. Молодежь должна помнить, на них возлагаются большие надежды. И по их поступкам судят о народе в целом. В завершении визита в Саратовскую область для делегации из Чечни провели экскурсию по национальной деревне, расположенной в Парке Победы Саратова. Шудин Саидов, Мадина Якубова, Ваха Кантаев. При поддержке пресс-службы МВД по Чеченской Республике. Новости. С 1 июля вступил в силу федеральный закон о едином окне. Теперь жителям не придется собирать документы в различных инстанциях. Вся информация должна стекаться в единую информационную базу, в которой собраны данные всех ведомств и организаций. Для этого нужна лишь электронная подпись. Подробности у Ахмеда Джабраилова. Согласно федеральному закону под номером 210 от 1 июля 2012 года запрещается требовать согласующих документов от граждан при оказании государственной услуги. Говоря простыми словами, чтобы собрать пакет документов, жителям не придется обращаться в различные инстанции. В органах исполнительной власти отныне все необходимые сведения и справки заявитель сможет получать на месте. Для этого должен быть доступ в базу данных всех ведомств. Необходимо электронное взаимодействие. Именно об этом сегодня говорили в Министерстве транспорта и связи Чеченской Республики. На конференции собрались представители администраций и различных ведомств. Принцип работы прост. Для начала нужно иметь свою электронную подпись. Тогда можно будет получить необходимые документы самостоятельно через интернет-портал. В случае, если человек не умеет пользоваться компьютером или социальной сетью, таких тоже немало, они могут обратиться в многофункциональный центр. Здесь помогут зарегистрироваться и проделать необходимые операции в сети для сбора справок. Такие центры вскоре будут в каждом населенном пункте. В соответствии с федеральными требованиями Министерство транспорта и связи Чеченской Республики является технологом проекта перехода оказания государственных муниципальных услуг в электронном виде.
Задачами министерства является создание инфраструктуры, которая позволит исполнительным органам власти, органам местного самоуправления нашей республики информационно взаимодействовать в рамках оказания государственных муниципальных услуг. Технологом электронного взаимодействия является Министерство транспорта и связи. Для того, чтобы принцип единого окна заработал, уже проделан колоссальный труд. Республика первая перешла на электронное взаимодействие. Таких систем в России сейчас две. Собственно, в Санкт-Петербурге, да, где мы опробировали эту технологию. И сейчас мы реализовали такую же систему в Чеченской Республике. С учетом наших проб и ошибок система соответствует всем современным стандартам технологическим, реализована на современных платформах. Проведены все нагрузочные и регрессивные испытания. Помимо этого, Министерством транспорта и связи Чеченской Республики ведутся работы по созданию электронного правительства и становлению информационного общества. Любое поручение от главы государства Владимира Владимировича для нашей главы и любое поручение от нашей главы Рамзана Ахматовича для меня закон. И у нас один лозунг: лучше смерть, чем быть вторым. Буду стараться быть всегда первым и порадовать наших абонентов. Более 70% более уже работа сделана, так что проект состоялся, и мы будем дорабатывать. В ходе совещания собравшимся наглядно продемонстрировали принцип работы информационной автоматизированной системы. Чтобы перейти на электронный документооборот, персонал каждого ведомства проходит специальные курсы обучения. Ахмед Джабраилов, Тамир Хаджиев, Ваха Гантаев. Новости. Как обстоят дела с водо- и электроснабжением в Шелковском районе? За ответом в муниципалитет отправился министр жилищно-коммунального хозяйства республики. Ознакомившись с ситуацией на месте, Асламбек Айдамиров провел совещание с представителями ресурсоснабжающих компаний. Тему продолжит Хамзат Аюбов. Пробурено 2 артезианские скважины в станицах Шелковская и Парабыч. Полностью отремонтировано и окрашено 29 водонапорных башен и 3 накопительные емкости. Проложено около 9 километров водопроводных сетей и построена ограда протяженностью более 3 километров. Это далеко не весь список того, что сделано в Шелковском районе за время ремонтно-восстановительных работ. Министр жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Асламбек Айдамиров проинспектировал район. Все проводимые работы по линии ЖКХ он контролирует лично. В рамках очередной инспекции министр посетил несколько населенных пунктов, где ведутся работы по водо- и электроснабжению. С начала восстановления муниципалитета установлено 114 железобетонных опор и 3 трансформаторные подстанции и произведен монтаж 22 километров линий электропередач. Немалый объем осилил и Чечен-водоканал. Уже проложено около 9 километров водопроводных сетей. Ответственные на местах сообщают, что работа продолжится, однако темпы могли бы быть выше, если подключить дополнительную спецтехнику. Айдамиров пообещал решить вопрос. Особое внимание что по водоснабжению По результатам инспекции министр провел совещание с руководителями предприятий Чечен-водоканал и Чечен-коммунэнерго. Асламбек Айдамиров отметил, что в целом поставленные задачи практически выполнены, но, изучив ситуацию, принято решение дополнительно проложить еще 12 километров водонапорных сетей в населенных пунктах района. Милана Манаева, Хамзат Аюбов. Новости. А жители центральной части Грозного практически весь день оставались без воды. Виной этому стал прорыв трубы на перекрестке улиц Карла Маркса и Титова. Сильным давлением выбило заглушку. На месте аварии было задействовано 7 единиц специальной техники и около 20 рабочих. И уже к 19 часам вечера водоснабжение было восстановлено. Когда мы даем давление с нового ВНС, 9 ВНС, да, трубы рвутся вообще. Вот, и приходится нам их заново латать вообще. Вот сегодня вот с 8 утра, даже 8 не было с утра, ребята здесь работают, да, и вот до сих пор только закончили.
Они лишены свободы, но это никак не мешает учиться и осваивать профессию. 25 осужденных в исправительной колонии номер 2 получают высшее образование. Кроме этого, студентами училища в стенах колонии стали десятки заключенных. Единственная проблема студентов – нехватка учебников. На помощь пришли активисты общественного движения «Ахмат». Магомед Точев отбывает срок в исправительной колонии номер 2 уже 5 лет и учится. Каждый год получает новую специальность. Занимается в училище при тюрьме. Уже выучился на слесаря, мебельщика, каменщика и токаря. Это одевается сюда электроды специально. Делается вот это на 220. Вот это защитный костюм, рукавицы, вот это маска специальная. Сейчас работает при колонии газоэлектросварщиком. Работа нравится. Уверен, что когда выйдет на свободу, полученные знания пригодятся. И с трудоустройством проблем не возникнет. Некоторым даже людям даже и полезно быть здесь, и учиться, и получить эту профессию. В колонии культурно-образовательный сектор достаточно развит. Расписан каждый час. Заключенные на территории колонии могут получить общее, среднее и высшее образование. Единственная проблема – учебников порой не хватает. Молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» и патриотический клуб «Путин» решили посодействовать решению проблемы. Привезли учебные пособия по физике, химии и художественную литературу. Организовать акцию помогли представители управления Федеральной службы исполнения наказания. Сегодня мы здесь, в Чернокозово, привезли книги, некоторые наши литературно-публицистические журналы. У нас есть читатели. Для них обновление библиотечного фонда – это огромное хорошее дело, за что я хочу поблагодарить организаторов сегодняшних мероприятий. Для движения «Ахмат» подобные акции не в новинку. В прошлом месяце уже дарили книги заключенным. Шамиль Дедаев поступлению новой литературы очень рад. Он собирается выучиться на каменщика. Библиотеку посещает регулярно. Мы берем литературу в свободное время, берем, как сказать, в отряд, там читаем, здесь читаем, когда как получается. Пока в библиотеке разбирают новые поступления, в актовом зале для отбывающих срок выступают КВНщики. Свои творческие навыки продемонстрировали и заключенные. Елена Генералова, Муслим Типаев. Новости. Ветеран спорта, ставший известным художником. В Грозном открылась персональная выставка Зенди Аласханова. Основная тема его творчества – это природа и быт родного края. Картины вызвали большой интерес среди жителей республики. Одной из первых выставку посетила Элина Халидова. Вглядываясь в картины мастера, кажется, словно смотришь на природу и быт чеченцев через стекло, говорят ценители искусства. Настолько много в них ярких красок и жизни. Даже тепло солнечных лучей можно не просто увидеть, а ощутить в его картинах. Зенди Аласханов – художник с необычной биографией. Любовь к творчеству соседствует с профессиональным спортивным прошлым. Он призер многих советских и мировых чемпионатов по вольной борьбе. Всю жизнь занимался спортом, я в детстве увлекался. Не только хотел художником, но потом спорт меня опередил, решил, взял в руку кисточку, буквально, так вот, честно взять, где-то 5 лет тому назад я этим начал заниматься. Это первая персональная выставка художника-любителя. Проходит под названием «Мир прекрасного. Сила и красота». Автор решил приурочить ее к священному месяцу Рамазан. Профессиональный, я такой академический образование, В галерее имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова представлено 60 работ Аласханова. Их он написал за 5 лет. Раиса Кагирова – одна из многих, кто восхищается творчеством художника. В его картинах присутствует глубина мысли, говорит она. Мне как-то уже близко его искусство, то, что его любовь, независимо от того, где он живет, это человек просто так с воздуха нарисовать, вот так вот сделать не может. Это только из души взять. На выставку поддержать отца пришел сын художника. Тимур Аласханов пошел по стопам отца, но не в творческом плане, а спортивном. Он известный фигурист и тренер. Достижениями отца Тимур очень гордится. Я обязан поддерживать в любых его начинаниях, что бы он ни начал делать. Будь то он борец, спортсмен, захочет ли он открыть школу вольной борьбы, или он захотел рисовать. В числе почитателей творчества живописца главный редактор журнала «Вестник судебной власти», заслуженный журналист республики Ибрагим Джабиров. Говоря об увиденных работах, он отмечает, что окружающий мир для мастера кисти не просто уголок природы, красоту которого он передает в цветовой гамме. Выставка открыла для нас совершенно нового художника.
самобытного и неповторимого в своей цветовой гамме, в манере передачи образов, характеров, в новом освещении кавказской природы. Я совершенно по-новому взглянул на, казалось бы, в общем-то, обыденные вещи, незатейливые такие природные уголки, которые смог одухотворить своей фантазией художник Зайди Аластанов. Выставка будет продолжаться до конца месяца Рамазан, но на достигнутом автор останавливаться не собирается. Впереди большие творческие планы. Ирина Халидова, Ибрагим Параулидзе и Даут Куруев. Новости. Грозненский Терек на учебно-тренировочных сборах в Австрии провел товарищеские матчи с германским Мюнхеном и польским Шленском. В игре с Германией грозненцы победили с разгромным счетом, забив в ворота противников 3 безответных мяча. Однако матч с командой из Польши прошел напряженно и завершился со счетом 2-3 в пользу Шленска. До конца летнего межсезонья нашей команде предстоит провести еще 3 контрольные игры. В субботу Терек померится силами с командой из австрийской 3-й лиги, а 9 июля с азербайджанским Нефтчи и командой из Израиля. Завершился и первый в истории Терека-2 тренировочный сбор. 2 недели подопечные Магомеда Адиева трудились на полях Кисловодска. Команда, практически полностью сформированная из футболистов, выступавших в Республиканской любительской лиге, провела 4 контрольных матча. В 2 грозненцы выиграли, в 2 потерпели поражение. В целом же команда выполнила намеченный план, отмечает главный тренер. Комплектация практически завершена. Возможно, тренерский штаб пригласит еще 2 футболистов. С остальными уже подписаны контракты. Помимо игр получали нагрузки как в парке, так и на поле. Все выдерживали, ни от чего, в принципе, не отклонялись. Единственное, конечно, времени мало. Мы 19 числа только эту команду собрали, а уже меньше, считай, через меньше месяца, через 3 недели надо выходить и играть в чемпионате. Естественно, это новая команда. И в конце выпуска напомню, что Центральная мечеть Грозного продолжает участие в конкурсе «Россия-10». По итогам интернет-голосования будут выбраны 10 объектов истории и культуры, которые и станут символами страны. Так что не забывайте голосовать на сайтах 10russia.ru и 10 Россия. Свой голос также можно отдать с помощью СМС-сообщения, отправив цифру 31 на номер 1880. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Алькеш.